Как получается совместить бизнес, спорт, и я знаю, что у тебя большая семья. Для чего ты это все делаешь? Зачем тебе это нужно? Вот это ММА. Менеджер за океаном, который мы сейчас переговоры идутся, очень знаменитый. Это эксклюзив, друзья мои. Давай по-мужскому будем драться, Да. только в стойке. Я люблю стойку. Да. Ребята с Бадахшана тоже очень много. Наши таджики, они тоже на будущее. Что нужно сделать, чтобы больше этих ребят тоже было у тебя в команде? Акарaj, давай договоримся так. Если я выиграю тебя в этой игре, то ты должен будешь мне лучшую одежду от Ахмат Таджикистан. А ты что возишь? Если я проиграю, тебе... Удар йокка, Рамедани Ваха. Знаешь, удар йокка. Сейчас вот так получится. дӯстони гиромӣ, шумо мехоҳед беҳтарин телефонҳоро ба сифати аъло ва нархи дастрас харидорӣ кунед. Ман ба шумо сомонаи alabum.com-ро тавсия медиҳам. Шумо танҳо пули телефонро медиҳед ва бурда расониданаш ба ҳама шаҳру вилоятҳои Россия бепул аст ва ҳатто ба Тоҷикистон низ телефонҳои шуморо бепул бурда мерасонад. Сифати олӣ ва нархи дастрас дар alabum.com. Друзья, всех приветствую. Мы находимся в Smoky Mo Lounge в прекрасном месте. Наш гость, человек, который поднял на новый уровень таджикской ММА, Раджабали Байонов, основатель топовой команды Тим Байонов. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Ребята в моем YouTube-канале много писали мне, этот интервью мы запишем на русском языке. Почему? Потому что ребята из Казахстана, из Киргизии, из республик Северного Кавказа, из Закавказья писали, они говорили, что мы хотим узнать, о чем говорят наши братья-таджики, Раджабали Байонов, о чем он говорит своих подопечным. Поэтому это интервью мы запишем на русском языке, на международном формате. Ни для кого не секрет, что мы с тобой уже давно знакомы, как братья. Все нас знают. Расскажи, пожалуйста, почему ММА? Почему у тебя команда, в котором не один, не два бойца, а больше 50 бойцов? У тебя свой клуб в Таджикистане. Больше всех ты привез титулов в Таджикистан. По моим подсчетам, у Раджабали Байонова титул Ахмат WFCA, титул ВЭФ, титул Битва на Волге. И недавно твой подопечный Фаридун Одилов завоевал новый титул, титул GFC. Расскажи, как так получается? Спасибо, Баха, братишка, за все то, что ты всегда рядом, не только рядом с нашей командой, рядом со всех спортсменов с Таджикистана, которые поддерживаешь по своей линии. Дай тебе Аллах баракат. И, во-первых, альхамдулилlah, вот эти титула привезли в Душанбе. Команда хорошая, и тренера, и тоже бойцы, которые до конца идут рядом с нами. И ты сам в курсе, Бахардин, были моменты, что ребята в Таджикистане занимались, были хорошие бойцы. В первую очередь надо быть в своей религии, всегда быть чистым в отношениях своих родителей и братьев, и знакомых. Там без разницы, ты с кем-то хочешь, например, заниматься бизнесом или по спорту, от души, чисто сердце, да, чтобы не обманывать, чтобы чисто подходить к этому делу. Альхамдулилlah, я думаю, что получается, что успешно. Вот поэтому, я думаю, все зависит от нас. Как получается совместить бизнес, спорт, и я знаю, что у тебя большая семья? Альхамдулилlah, все это идет, не боясь идти вперед, или бизнес, или по спорту. Мы всегда стараемся, чтобы в первую очередь наши родители были довольны нами. Без их дуа у нас ничего не получится. Хоть ты кто. По-моему, я думаю, что, альхамдулилlah, что у нас родители старшие, устазы, тренера, все от нас довольны. Стараемся, чтобы всегда были они довольны, чтобы дальше больше у тебя какие-то цели были, и ты дошел до этого цели. Раджабали, расскажи, какими принципами ты берешь ребят в свою команду? Я уже несколько раз сказал про эти моменты. У нас есть свои условия, да, что спортсмен должен быть своим религией, читать намаз, преданным своим команде, своим тренерам, своим братьям, которые в одной клубе, в одной зале, как занимаешься, как родного брата, да, вот со своих
одноклубниках. Всегда быть дисциплинированный спортсмен, который слушает своих тренеров и вовремя быть в зале во время тренировок. Раджабали, что ты ценишь в своей команде? Какие качества ребят, какие качества тренеров в своей команде ты ценишь больше всего? Еще раз повторю, слушай своих тренеров вовремя, даже полчаса вперед он уже подойдет в зал, он уже готов и пашет. И пашет. И все вот эти тренировки, чтобы было от души, чтобы не только тренера, не только старших братьев там души вложили, и спортсмен сам тоже вложил туда своих навыков, свои труда. Я приветствую таких спортсменов, которые открыты, как бы сказать, я сам прямой человек, открытый, прямой. Спортсмен должен знать, что хочет от тренера. В первую очередь вот это было взаимопонимание. Но я думаю, что многие поймут этого, тем более спортсмены и тренера. Для чего ты это все делаешь? Зачем тебе это нужно? Вот ММА, ты собираешь большие арены, приезжают ребята с Таджикистана, земляки, с флагами. Твоя цель в чем заключается? Были моменты, когда мы сами были спортсмены, у нас не были эти возможности. Были моменты, что я сам увидел в спортзалах в Таджикистане на родине, да, когда были у нас трудные времена, не были возможности у спортсменов, которые очень хорошие спортсмены, смогли бы в данный момент, мы бы их увидели бы в UFC. Может, это в судьбе у меня, что Аллах мне дал, чтобы я где-то кому-то, каким-то спортсменам, чтобы помог. Я мечтал, чтобы знали, что кто такие таджики, и знали про таджиков весь мир, как другие спортсмены представляют своих народов, свои республики. Вот так же я и мечтал, и мечтаю. Альхамдулилля, наш лозунг, как говорится, Таджикистан бапеш, это означает, что только вперед, имея в виду, что Таджикистан только вперед. Он или учится, или работает, или бизнесом занимается, только вперед. Не надо ломануться, и только вперед. Иншаллах, получится у всех. В России, в Москве в ближайшее время я слышал, что ты хочешь открыть бойцовский клуб. У нас есть планы со своими братьями, братья, которые всегда с нами рядом и поддерживают. Скоро хотим клуб открыть Ахмат Таджикистан в Москве. Иншаллах, предварительно уже знаем, где, как, что, как точка будет, потом скинем всем адреса. Во-вторых, открыть свою организацию. Это получается азиатская организация, которая в основном поддерживает всех, как ты сейчас говорил, братья с Казахстана, с Киргизстана, Узбекистана, которые весь Азии, которые мы с ними работаем. У нас есть братские отношения в Киргизии, в Узбекистане, и в Казахстане, и в России. Вот, в общем, хотим открыть организацию такую, чтобы ребят, которые занимаются спортом, у них нет возможности, чтобы показать себя. Вот таких братьев, вот таких ребят, чтобы талантливых ребят, чтобы их поддерживать, их дать возможность, чтобы они себя показали, и в дальнейшем, может, где-то для них это будет толчок или в UFC, или в Беллатор, или в других организациях. Когда Тим Байонов будет за границей? Сейчас уже серьезные разговоры пошли уже насчет Азам Гафуров, Фаридун Одилов и Фатудин Собиров. Стремимся, чтобы быстрее это получилось после Нового года. Менеджер за океаном, который мы сейчас переговоры идут, очень знаменитый. Мы уже уверены, уже даже есть предварительные контракты, которые... Это эксклюзив, друзья мои. О каком бойце идет речь? Пока не могу это открыто сказать. Это в секрете, как получится. У меня вот такой принцип. Не обижайся, Баха. Вот вперед не хочу забегать. И хочу, чтобы это было для болельщиков, для наших братьев. Сразу неожиданно, чтобы заявить об этом. Что, Раджабали, мы знаем, что ты умеешь преподносить сюрпризы.
Мы ждем твою команду в Америке. Но одно можем точно в интервью сказать, что Азам, Фатидин и Фаридун точно поедут в Америку на подготовку. Да. Это да. точно. Братья, которые нас поддерживают, это наши братья, которые всегда рядом. Всякими они поддерживают, на самом деле. Абузайд Бисмурадов, Джандарович, Тимур Абдулаев, который всегда рядом. Очень благодарен ему. Родной уже брат, всегда говорю везде. И наш брат Умед Авзалов, который всегда тоже рядом. Вот после Нового года, как откроется дорога, пройдут вот эти пандемии, как бы постараемся, чтобы быстрее поехать туда. Ты недавно подписал молодого парня, Нодира Алидодова. Какие у тебя вообще надежды от этого бойца? Иншалла, у нас есть свои планы, чтобы постоянно его забрать сюда на сборах, подготовить и дальше больше посмотрим, что как. А так он нормальный боец такой, и дисциплина есть, пока у нас он занимается там с нашим тренером Колей Костенко. Коля Костенко сегодня как раз рассказывал, что хороший спортсмен, слушается до конца и вовремя на тренировке. Здесь, в России, в Москве очень много наших соотечественников. Ребята с Бадахшана тоже очень много. Наши таджики, они тоже, их очень много. Я хочу, чтобы ты и на этих ребят обратил внимание. Ты пока вот только подписал Нодира Алидодова. Я хочу, чтобы на будущее, что нужно сделать, чтобы больше этих ребят тоже было у тебя в команде. Потому что очень много достойных ребят, и они очень хотят поднять наш таджикский флаг. Я хочу сказать об этом тоже. Вот как раз многие пишут, многие спортсмены со всей России, из Таджикистана, даже с Азии. Ребята пишут, именно таджики, чтобы как попасть в команду. Ты же понимаешь, ты всегда рядом с нами, ты видишь все, знаешь. Очень трудно, очень много спортсменов у нас. Во-первых, на эти спортсмены идут расходы, как ты знаешь. И у тебя другой подход, ты витаминами их обеспечиваешь, ты обеспечиваешь их залами. Да, я эти моменты не буду рассказывать. Сам пойми, что каждый спортсмен, который попадет у нас в клубе, в команду, он должен знать то, что наши условия. А об условиях я уже рассказал, какие условия, что, как. Во-первых. Во-вторых, мы посмотрим у него на плечах, какие любительские, какие профессиональные турниры он провел и прошел. В общем, потихонечку постараемся, чтобы вот этих ребят поддерживать, забрать к себе в клуб. Каждым днем, альхамдулилля, развиваемся и постараемся, чтобы всех лучших спортсменов, бойцов забрать и где-то поддерживать, чтобы они подняли свой флаг. Отлично. Ажабали, вопрос такой возникает. У нас новый формат, немножко другой. И в этом формате мы не только поговорим, мы сейчас посмотрим, какие у тебя есть навыки игры в UFC 3. Насколько ты не только умеешь психологически ребят готовить к бою и физически, посмотрим, как ты еще ментально играешь. Поехали. Ну что, друзья, сейчас посмотрим, какие навыки у Раджабали Байонова в игре в UFC. Я выбрал бойца Конора Макгрегора, Акай Раджабали выбрал Тони Фергюсона. Акай Раджабали, давай договоримся так. Если я выиграю тебя в этой игре, то ты должен будешь мне лучшую одежду от Ахмат Таджикистан. Полностью прям. Спортивки, кепочки, все. А ты что возишь? Если я проиграю, я подарю лучшие футболки, лучшие кепки от Touch Sporting. Я полная форма, а ты одни футболку и кепку. Ну, да? еще эксклюзивный подарочек от меня. Договорились? Да. Все, поехали. И как так? Peki.
Во! Давай по-мужскому будем драться, Да? только в стойке. Я люблю стойку. Да. Бах! Миллионов, да. Блин, как красиво ты делаешь. Сейчас я тебя поймаю на печень. Видишь, как настоящая каска? Видишь, как здесь, да? Нормально, до конца надо поймать. Это... Ой, блин! Вот это движение я люблю, места поменяешь, да? Вот я печень. Вот это печень. Ай, блин! Второй раз, братишка. Удары йокара, медони баха. Знаешь, удар йока. Сейчас вот так получишь. Это во время Союза, это самый знаменитый удар. Когда там мы занимались карате. О. Ой, блин! Ой. Ой, блин! Ее же обманка, да? Хоп, хоп. Бах! Поем. Ой, честно. Честно поиграл. Rahmat Kalakajon, muvaffaqiyat barui xud, barui Minnatdor, xonanda. minnatdor. Udачи тебе. Yalnız rahmatidan bax. Aka. Baxtidan rahmat barui xizmatot. Amma vaqt yadimi ayudu nabibrurim mura. Ами диди ки мо омадем файрод кадаси хизмат кадаси барои не только командаи мо, барои тамоми миллати тоҷик. Барои чи ҳамаи мардуми тоҷик, барое ки ту парчама фақат пеш мекунӣ, и ҳамада дахл дорад, не только спортсмен. Спасибо еще раз. Вдохновители Махти Акаjon. Красавчик.